точно, абсолютно это не история, связанная с продвижением собственного бизнеса. Вопрос в том, что, так как я являюсь генеральным директором Коми республиканской типографии, то есть директором предприятия, относящегося к среднему сегменту предприятий, я про это знаю больше. То есть я с этим сталкиваюсь регулярно, каждый день, и понимаю проблемы, которые есть у предприятий, промышленных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса. Отстаивать интересы бизнеса? Ну нет, я иду туда отстаивать интересы Республики Коми, скорее, нежели там конкретного бизнеса или не бизнеса. Это вопросы, связанные и с ЖКХ, и с экологией. Рядовой член Общественной палаты России зарплату не получает. Это не какие-то мифические деньги, за которые там люди работают, это абсолютно бесплатная общественная нагрузка. Не положены никакие дополнительные штаты оплачиваемых людей, помощников, пиарщиков и так далее. То есть это миф, этого нет. Туда идут люди, ну и в Общественную палату Республики Коми идут люди, которые по велению совести, души, сердца, каждому по-разному хотят отстаивать интересы населения республики в разных вопросах. Никакой финансовой пользы, никакого там помощи в продвижении собственного бизнеса я от палаты не ждала и не жду, и даже мыслей таких не было. То есть это совершенно другая история. У меня политических амбиций на сегодняшний момент нет. Сейчас я несколько пересмотрела свое отношение к именно политике, да, поэтому у меня нет желания сейчас идти в политическую жизнь Республики Коми как представитель Госсовета либо правительства. Я не являюсь членом партии «Единая Россия», никогда не являлась членом ни одной из партий. В каких-то проектах мы участвуем в «Единой России», какие-то проекты других партий мы поддерживаем. Мы поддерживаем здравые инициативы, которые нам кажутся полезными для республики. Ну, обвинений я не боюсь, это первое, да, то есть я понимаю, что действительно у нас отношение к бизнесу, к представителям из бизнеса, оно несколько у населения некорректно сформировано, скажем так. В Екатеринбурге человек, владелец сети магазинов продуктовых, бесплатно раздает хлеб. Каждый день бесплатно раздает хлеб всем желающим, одна буханка в руки. И был опрос в очереди за этим хлебом, так вот не было ни одного положительного комментария. Кто-то говорил о том, что а почему одну буханку хлеба, а почему только хлеб, почему не колбасу. То есть нигде, ни разу ни один человек не сказал, что о, это хорошо, да, он молодец, да, он приносит пользу своему обществу, да, то есть да, он зарабатывает деньги, но при этом понимает, что надо что-то делать, какое-то добро. То есть у нас как-то очень воспринимается это на уровне того, что ага, раз он что-то делает положительное, значит, все равно у него есть какой-то тайный смысл, и все равно он же бизнесмен, он же все равно не может просто так это делать, все равно у него где-то там есть какая-то такая вот корыстная мысль, и он делает это не просто так, а потому что не знаю почему, причины придумать не могу, но все равно это плохо. Поэтому, да, отношение к бизнесу у нас плохое. Наверное, лучше подобные комментарии вообще не читать или понимать, что ты делаешь максимум того, что ты можешь, да, и действительно ты делаешь много полезных вещей.